Доброе утро, дорогая наша республика. Сегодня пятница, и, как всегда, в 7:00 на телеканале Якутия-24 НВК Саха мы приветствуем всех наших дорогих телезрителей. Просыпаемся, заряжаемся энергией, узнаем все самое интересное, полезное. И самое главное, конечно, мы хотим, чтобы эта пятница для вас стала такой, знаете, более доброй, веселой и богатой на позитивные моменты. Ну и, как всегда, позвольте я немножечко вам проанонсирую про то, что ждет нас сегодня в течение всего эфира. Сегодня у нас будут несколько очень интересных гостей. С первым из них мы поговорим на тему ипотеки. Вот нужно ли брать ипотеку сейчас или стоит подождать? Какие сейчас программы существуют? Обо всем этом узнаем чуть позже. Также сегодня мы вам расскажем о том, как можно с пользой провести эти выходные. Затем обязательно расскажем вам, где и как можно обучиться компьютерной анимации. Далее приготовим полезный завтрак, сделаем с вами хорошую разминочку утреннюю. В общем, все это будет по порядку и, соответственно, в ближайший час. Ну и, как всегда, завершим наш эфир музыкальной композицией. Вот такой вот у нас анонс, ну а мы по традиции не будем изменять себе, да, и начнем с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 25 градусов. В заречной группе 25-21 со знаком минус. В южных районах 25 ниже 0. В Вилюйской группе 25-16 градусов мороза, в Нижнеленских до минус 29. В западных районах 18-17, в Колыме-Дигирской группе Улусов 22-3 градуса ниже 0. В Янских до минус 32. На северо-западе 21-13 градусов мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 27 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем небольшой снег. Ветер переменный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 18. Возможно, кто-то из вас только проснулся, и мы предлагаем именно вам начать эту пятницу с бодрой зарядки. Тем более, что проведет ее для вас олимпийский чемпион Александр Лебзяк. Повторяем и заряжаемся на весь день. Чтобы зарядиться с утра энергией на предстоящий день, лучше не пить кофе, а сделать качественную зарядку. А главное, правильно. Сегодня нас этому научит заслуженный мастер России по спорту, чемпион мира, Олимпийских игр и чемпион Европы Александр Лебзяк. Здравствуйте всем. Я могу сказать, что кофе или чай можно выпить после утренней зарядки. Все же лучше пить после зарядки? Лучше да, чтобы организму легче все равно. Тогда давайте приступим. Круговые движения головой, все. Потом смотри на меня, влево потянул, вот так посмотрел, вправо потянул. Видишь, чувствуешь, как шейные мышцы тянутся? Назад потянули, вперед опустили голову. Руки должны быть у нас, у боксеров, руки, во-первых, организм весь должен быть разогретый, а тем более руки. Если руки не разогретые, ты можешь получить травму. Тянемся, ручки, вот. Так, теперь сбоку. Начали, сбоку, вот. И если мы находимся дома, а мы находимся дома, и начали. Начали сперва, взяли вот ручки вверх и потянулись. Просто потянулись, посмотрели наверх. Все делаем плавно, никаких резких движений, потому что организм еще не проснулся, мы должны его немножко разогреть. Можем встать на носочки, вот на носочки, и смотрим наверх, тянемся. Вот, опустили ручки, все, чуть стряхнулись и пошли немножко такие боковые. Да, можете ручки, как у нас боксеры говорят, около челюсти держать, можете так, как удобно. Назад, вот, потянули спину. Вправо, вперед, вот чуть, вот ручки, вот они, видишь где? Вот, да, вот сюда все. Все, потянулись. Давайте приседания сделаем чуть-чуть. А как лучше, вперед или... Если, например, чуть потянуться, можно вперед потянуться. Вот, оно у тебя вся спина, корпус вот этот, он у тебя тянется. Вот, встали, чуть втряхнулись, начали, потянули ножки, сели на одну ножку, потом на другую ножку давай. Вот, сели мы. Потянулись. Можем круговые движения, вот они. Корпус, вот это все, мы растягиваемся.
От силы, говорю, зарядка, когда дома, ну, 10-15 минут. Есть еще лягушка. Знаете, лягушка, что это такое? Это тянемся. То есть мы сели, можете на ладошках, можете на кулачках. Я привык на кулачках. И выкидываем ноги вниз, туда, и тянемся наверх. То есть тянемся. Корпус тянем, видишь, и смотрим наверх. Видишь, как спина тянется? Чувствуешь? Да, очень чувствую. 2. Утренняя зарядка, она не должна быть интенсивная. Занимайтесь как бы физкультурой, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Большое вам спасибо за это бодрое, такое заряженное утро. Спасибо. Еще раз доброе утро. И теперь я бы хотела разыграть пригласительное, которое сейчас находится у меня в руках. Это пригласительные билеты на знаменитую оперетту Кальмана «Сильва», которая состоится 8 ноября на сцене Театра оперы и балета в рамках фестиваля оперного искусства «Ария Севера». Мы говорили уже об этом не раз в нашем эфире, да, и я думаю, многие наши телезрители прям ждали пятницу для того, чтобы получить эти пригласительные. Вам, как всегда, необходимо просто правильно ответить на наш вопрос. Вопрос сегодня звучит следующим образом. Кто исполняет главные партии в данной оперете? Назовите имена и фамилии этих артистов. Вопрос уже продублирован в нашем телеграм-канале. Если вы еще не знаете или не подписаны на нас, у вас есть уникальная возможность. Вы сейчас видите QR-код, отсканируйте его, подпишитесь на нас. Там есть вопрос, под вопросом мы ждем правильные ответы. И кто-то из вас посетит очень интересную оперетту «Сильва». Дерзайте. Удачи! Ну а мы сейчас готовы передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Среднемесячная зарплата в августе этого года выросла на 15,1% по сравнению с августом предыдущего года и составила 69 439 рублей. Эта статистика содержится в докладе Росстата о социально-экономическом положении. Всего с января по сентябрь этого года этот показатель увеличился на 13,2% к аналогичному показателю прошлого года. Пик роста среднемесячной зарплаты пришелся на май, когда она выросла на 16,1%. Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата в августе зафиксирована в добыче нефти и газа, воздушном и космическом транспорте, трубопроводном транспорте, финансовой и страховой деятельности. В Госдуму внесен законопроект о продлении полномочий региональных властей утверждать градостроительные проекты по газоснабжению без проведения публичных слушаний. Отмечается, что большинство регионов продолжают вести проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы для развития газоснабжения и газификации. Для ускорения процедуры правительство региона имеет право утверждать градостроительные проекты и изменения в них без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. Региональные правительства наделены этими полномочиями до конца 2023 года. Законопроект предлагает продлить их на 2024 и 2025 годы. В Якутии завершают модернизацию и строительство 7 новых котельных в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Татинском, Усялданском и Амгинском районах. Так, до конца года будут введены в эксплуатацию 14 новых и реконструированных котельных. До 2028 года в рамках инвестиционных программ теплоснабжающих организаций к централизованному теплоснабжению планируется подключить порядка 10 тысяч жилых домов. За 5 лет же в республике построены и реконструированы 96 котельных, 14 из них в 2022 году. По поручению президента России Владимира Путина в стране действует программа модернизации коммунальной инфраструктуры. На ее реализацию в этом году планируется направить 440 миллиардов рублей. Мы получили одобрение от Минстроя России реализации проекта по строительству котельной на Щепе в селе Кустура Винобытантайского улуса. Буквально на днях мы подписываем соглашение и в следующем году, до конца года, должны ввести в эксплуатацию котельную в рамках специального казначейского кредита, что обеспечит стопроцентное подключение жителей села Кустур к централизованному источнику теплоснабжения.
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, дающий право российским спортсменам, занимающим первые места на международных соревнованиях, на поступление в спортивные вузы без экзаменов. Инициатива была предложена с целью поддержать оказавшихся под санкциями и лишенных права выступать на международных соревнованиях российских спортсменов. Авторы проекта отмечают, что законопроект должен помочь спортсменам реализовать их потенциальные возможности. Депутаты подчеркнули, что в стране существует целая система спортивных вузов, где готовят специалистов в сфере спортивного менеджмента либо тренеров. Поэтому это возможность – важное продолжение жизни любого спортсмена. Мастер-классы по масс-рестлингу «Хаблык» и «Хамуска» пройдут в рамках международной выставки «Россия». Все желающие могут попробовать свои силы в масс-рестлинге и познакомиться с якутскими настольными играми, как «Хаблык» и «Хамуска». 12 ноября, в День Якутии, в рамках международной выставки «Россия» для гостей и посетителей павильона номер 75 будут проводиться мастер-классы и показательные выступления по национальным видам спорта. Также для гостей и участников международной выставки форума будет представлен отдельный павильон игр «Дети Азии». Выставка «Форум Россия» проводится по поручению президента Владимира Путина с 4 ноября этого года по 12 апреля следующего. Будет подписание соглашения о том, что в наших играх будут участвовать волонтеры со всех регионов России. Конечно, представим во всей красе наши игры, чтобы привлечь и всех тех желающих организаций, представителей. А также мы должны гордиться тем, что проводим столь важное, большое, крупное мероприятие в нашем регионе. Брать ипотеку или подождать? Какие ставки на сегодняшний день и какие льготные ипотечные программы существуют на сегодня? Рада представить вам наших первых гостей. Это Столярчик Александр Владимирович, топ-брокер республиканской ипотечной компании «Якутский фонд недвижимости», и Андреева Виктория Игоревна, директор республиканской ипотечной компании «Якутский фонд недвижимости». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Виктория Александровна, добро пожаловать на наш утренний эфир для начала. Да, и тема действительно актуальная. Но начать наш разговор мы бы хотели с приятной новости. Недавно на Всероссийском жилищном конгрессе в Москве Виктория стала самым молодым академиком Международной академии ипотеки и недвижимости, а ее компания стала лучшей региональной риэлторской организацией на первичном рынке жилья. Все верно? Все верно. Все верно. В международном конкурсе в сфере недвижимости, строительства и ипотеки. Правильно это было? Да. Также по итогам 2022 года, по мнению ПАО «Сбербанк», ваша компания вновь стала лидером по количеству выданных кредитов на первичном рынке среди агентств недвижимости. Верно? Все верно. Ну, вот об этом поподробнее. Вроде бы таких прям, хорошие достижения. Вот как вообще эмоции об этом участии и вообще насколько это престижно для вас? Эта номинация, награда является одним из самых важных в отрасли недвижимости и ипотеки. Она выдается на Международном конгрессе жилищного конгресса. Номинируется очень много участников, и получается, благодаря успехам оценивают полностью компанию, и получается, мы получили данную награду. Вообще на конгрессе участвовало более 10 тысяч участников. 10 тысяч? Участников, да, из 380 городов нашей России, а также из международных тоже городов тоже были. Эта награда для нас очень важна, и цена для компании. Вот уже 8 лет я являюсь директором республиканской ипотечной компании «Якутский фонд недвижимости». Из небольшого агентства мы выросли именно в такую в топовую компанию, которая помогает людям. Мы очень рады, конечно, получить такую награду. Вот. С чем мы вас и поздравляем. Спасибо. Да? Здорово. Действительно, ведь это все статистика, да? То есть тут не подделать, не придумать ничего. У вас хорошие показатели и заслуженная награда, верно? Да. А какие вообще последние новости в мире ипотеки? Как не секрет, то, что все очень долго гадали, что у нас повышение ключевой ставки по Центробанку, да. Сейчас у нас идет повышение, но у нас есть дальневосточная ипотека, семейная ипотека, ипотека с господдержкой, на них пока повышение ставок не распространяется. То есть пока все стабильно? Пока все стабильно по государственным программам. А выгодно ли брать в целом сейчас ипотеку? Вот самый главный вопрос. Или подождать? Многие сидят и думают, да, выжидают какой-то определенный момент, но есть доля страха. Да, стоит брать ипотеку, недвижимость, так как с каждым годом недвижимость все дорожает. Если что,
при случае каких-то изменений можно сделать и рефинансирование. В данное время в вторичном рынке сейчас ставка составляет 15,8, а вот на новостройки и постройка частного дома есть дальневосточная ипотека, начинается 0,7 до 2% ставка, семейная 5, и господдержка 8%. А есть ли какие-то сейчас, возможно, акции, именно проводимые на территории нашей республики, ну, либо на федеральном уровне? У нас вот есть дальневосточная ипотека, да, то есть сейчас она идет от 0,7%. Там могут участвовать, получается, граждане, молодые семьи до 35 лет, учителя и медики. Ну, она активно работает сейчас. Она Да? Многие активно говорят, что работает. как будто бы небольшое затишье такое, и сейчас ее очень сложно получить. Мы нашим клиентам всегда помогаем. У нас очень большой процент одабриваемости именно заявки. Мы готовы каждому нашему жителю помочь абсолютно бесплатно оформить недвижимость и подобрать квартиру мечты. А если, допустим, человек не в браке, допустим, нет детей, официального дохода нет, да, ну, как это говорится сейчас, фрилансер, возможно, да, и вот есть ли возможность у такой категории граждан получать ипотеку? Конечно, у нас тоже есть такие клиенты. Мы стараемся помочь каждому клиенту, потому что миссия компании – это помочь людям обрести свой дом. И в первую очередь мы с такими клиентами тоже работаем. Да, совершенно можно. По 2 документам, получается, необходимо только паспорт и СНИЛС, и можно оформить ипотеку. Даже в таких случаях Даже можно? в таких Просто случаях. паспорт и СНИЛС. Да. Ну, то есть было бы желание, самое главное, Да. да, и вот профессионалы своего дела помогут. Хорошо, и вот хотелось бы узнать, какие пожелания могли сказать нашим телезрителям? Мы хотим пожелать телезрителям, жителям нашей республики, чтобы каждый нашел свой дом, свою квартиру, свои мечты. Мы рады будем вам помочь. Мы находимся в торговом центре Лонхо, 3-й этаж. Мы желаем счастья и уюта в вашем доме. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был директор республиканской ипотечной компании «Якутский фонд недвижимости» Виктория Андреева, а также топ-брокер этой же компании Александр Столярчик. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, что помогаете жителям нашей республики все-таки исполнить свою мечту, иметь свой хороший, теплый дом. И я думаю, благодаря именно вашей работе у нас все-таки проблем с жильем не будет. Не будет. Не будет. Спасибо. Ну а мы движемся далее. Каких только праздников не бывает. Вот и калькулятор удостоился своего праздника – Международный день калькулятора. Для нас это устройство привычное, и мы не задумываемся о том, что это простое и элегантное устройство каждый день помогает людям как в профессиональной части жизни, так и в бытовых вопросах. Понимая это, невольно начинаешь думать, что можно отмечать. Действительно, вот есть такой день, праздник, день калькулятора. Утром проснулся, поздравил своих близких с таким замечательным праздником. А почему бы и нет? С другими датами и событиями этого дня знакомимся далее. На календаре 3 ноября. Сегодня День культуры в Японии, День провозглашения независимости Панамы, по народному календарю Иларионов день. На Илариона примечали, если снег ляжет на сырую землю и не растает, значит весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадает на мерзлую почву, то в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба. Это день в истории. В 1906 году по подписанной в Берлине международной радиотелеграфной конвенции единым сигналом бедствия для радиосвязи на море был установлен сигнал СОС. В 1907 году во Франции совершает полет первый в мире вертолет. 3 ноября 1924 года постановлением Президиума Якутского Центрального исправительного комитета объявляется борьба с шаманизмом в республике. А в 1957 году в Советском Союзе совершен запуск космического аппарата «Спутник-2» с собакой-лайкой на борту. В 1972 году состоялась премьера фильма «Зита и Гита» режиссера Рамеша Сиппи. В 1988 году в этот день состоялась мировая премьера фильма «Холодное лето» 53-го режиссера Александра Прошкина. Ну а в 2016 году в этот день вышел в российский прокат фильм «Мой убийца» режиссера Костаса Марсана. В этот день родились Виктор Черномырдин, советский российский государственный деятель. Александр Градский, советский российский певец, автор песен, композитор.
Дольф Лундгрен – шведский и американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Евгений Плющенко – российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион. Эвер Андерсон – американская актриса, дочка Милы Йовович. Именины в этот день отмечают Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Марфа, Николай, Павел, Пелагия, Сергей, Федор, Юлиан и Яков. Хороший и вкусный завтрак влияет едва ли не на весь последующий день и отлично поднимает настроение, особенно холодным морозным утром. Предлагаем порадовать себя и близких оригинальным завтраком. Сегодня мы будем готовить его из булгура. Доброе утро, Якутия! Сегодня я, Юлия Заболоцкая, нутрициолог, и мои замечательные помощники Илья и Алексей будем готовить очень интересный рецепт, пришедший к нам из древних времен. Это блюдо арабской кухни, называется оно табуля. Готовится оно из крупы булгур, и вместо сахара здесь добавляются натуральные фрукты, либо сухофрукты. Хорошо? Вот эту курагу нужно отсчитать 8 штук и порезать на 4 части каждую. Окей. Так вот так? Да. 8 штук на 4 части. Наливай на донышко. 8 штук по 4 части. Давай распределяй. Нам нужно обжарить сначала крупу булгур. 8. Булгур – это такой вид пшеничной каши. Он известен во всем мире испокон веков, но в Якутии и в России булгур пока еще не сильно популярен. Хотя это цельнозерновая крупа, и она очень полезная. В ней содержится повышенная концентрация, допустим, того же железа. Железо для чего нужно человеческому организму? Для того, чтобы у него было много кальция. Нет, железо нужно человеческому организму для того, чтобы у нас была кровь. Потому что кровь красная благодаря ионам железа. И человеческий организм много железа в течение жизни по чуть-чуть теряет, поэтому необходимо восполнять с помощью гемового железа, вот такого, которое содержится в растительной пище. А что такое курага, ты знаешь? Нет. Кроме того, что это сушеный абрикос, это замечательный источник пищевых волокон, которые также называть могут клетчаткой, да? А также каротиноидов и витамина А. Витамин А для чего нужен? Чтобы хорошо было зрение. Да, вот Илья абсолютно прав. Витамин А и каротиноиды нужны человеку для того, чтобы у нас было хорошее зрение. Также витамин А и каротиноиды, они понижают содержание холестерина в крови. Вот. Закидываем в обжаренный булгур абрикос. Закидываем туда столовую ложку светлого изюма. Лучше брать светлый, он потому что не покрасит кашу в какой-то темный цвет. Кладем какие-нибудь семечки или орехи, тоже около столовой ложки. Семечки и орехи – это источник омега-3 и омега-6, незаменимых полиненасыщенных жирных кислот. Ну и в самом конце обязательно добавляем воду, чтобы наша каша варилась. Наша каша готова. Когда вся влага впиталась, ее можно уже, в принципе, и подавать. Выкладываем ее на тарелочку. И можно. Да, можно кушать. Те люди, которые любят, чтобы каша была послаще, могут добавить ложку или 2 меда. Всем хорошего дня. Мы прощаемся с вами. Готовьте себе полезную еду. Будьте здоровы. До свидания. Приятного аппетита. Практикоориентированная лаборатория акселератора молодежных инициатив по медиаискусству КИНАТ проходит со 2 октября по 25 декабря на базе IT-центров республики. Более 100 жителей Якутии из 16 районов и города Якутска принимают участие в дистанционном обучении. Сегодня в нашей студии организаторы этой программы – это Сарглана Петрова, директор КУПА, и Петр Лукачевский, генеральный директор Фрипласт. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, первый вопрос, конечно, что за интереснейшая программа, да, такая? И хотелось бы подробнее узнать об этом проекте и как проходит обучение. Но у нас много проектов. Помимо нашей основной работы мы занимаемся общественными проектами, социально значимыми. Это вот один из наших проектов — обучение компьютерной анимации 2D в онлайн формате на платформе Skillometer. Тоже это вот информационный портал, образовательный портал резидента IT-парка города Якутска. Да? И совместно вот с Петром, Егором Мандаровым у нас много проектов, о которых вот сейчас может рассказать Петр. Да. Сам Петр и расскажет. Да? Совместно проекта, да, у нас очень много. Это у нас получается вот 2 проекта анимационных. Это мы делаем мультфильмы, да. Недавно мы стали финалистами Анирума, да, Анимура, точнее, в Хабаровске проходил. Также мы проводим разные мероприятия. Это, к примеру, у нас этот уже, как бы сказать, такой состоявшееся мероприятие. Это про стартап, обучение предпринимательского мышления и вообще, что такое стартап и откуда, как говорится, деньги туда привлекать для ребят сельской местности. То есть это ориентировано все-таки на школьников, эта программа, этот проект вообще в целом? Нет, ну для молодежи у нас в основном проекты 14+, а вот анимационный проект — это вот 12+. 12+. У нас и взрослые учатся, и дети учатся. То есть ограничений возрастных нет? Нет. Ну, то есть главное, чтобы 12 было, да? Да, чтобы 12 было. Хорошо, а как обучаете это и кто обучает? Ну, обучает у нас 2. У нас, получается, это преподаватели очень опытные, да. Андрей, Виталий, если нас видят, привет, как говорится, да. И они являются сами преподавателями. Виталий является преподавателем АГИКИ, а Андрей, получается, вот в колледже Синергии тоже преподает, да. И вот они как раз-таки преподают вот анимацию. То есть это все происходит в дистанционном формате, подали заявку, получили ответ, и, соответственно, вот в определенные часы выходишь онлайн, и тебя обучают этому, да? Да, данный проект у нас, благодаря гранту от благотворительного фонда «Полюс», который базируется в Алданском районе, и у них интерес именно на социальные проекты в Якутии, в частности, в Алданском районе. Поэтому у нас именно захватом большее количество у нас Алданского района и из поселка Нижний Куранах. Нижний Куранах. Да. То есть совсем скоро там появятся уже такие молодые специалисты по анимации, да? Да, я надеюсь, что скоро появится целое поколение, наверное, да, ребята, которые могут задействовать свои силы это в творческих специальностях. Ну и, соответственно, коммерциализировать все это самое главное. У нас посыл, вот у нас еще там педагоги учатся, чтобы они в дальнейшем обучали других детей. Других детей. Да. А кроме онлайн-обучения, да, какие-то форматы мероприятий еще планируются? У нас выезды в ближайшие районы и в Алданский район. С проведением мастер-классов, выставок и общением с местной молодежью. Ну, а если говорить вообще про КНАТ, да, вот у вас уже есть опыт, да, практика за плечами, да. Насколько важно сегодня вообще продвигать молодежь и нести вот подобную информацию в массы? Это очень важно, да, потому что, как говорится, в нынешних реалиях на практике мы поняли то, что интеллектуальная собственность не имеет границ, да, и ребята таким образом они смогут уже, как говорится, популяризировать и якутскую культуру, якутских талантливых творческих ребят, как говорится, да. Можно в других странах, в конце концов, это было бы очень классно. В анимационных у нас сериалах участвует молодежь вне, вот, из районов республики, и у нас с разных точек работает над этим проектом, включая Москву и вот Таиланд и так далее. Да, что? А если взять, допустим, ваш опыт, да, самые яркие звездочки, вот, которые благодаря вашим программам, возможно, вашим проектам сегодня, ну, может быть, приобрели хорошую работу, либо, может быть, какой-то проект создали, который победил на каких-то международных фестивалях. Вот на памяти есть какой-нибудь такой? У нас нет, у нас мальчик есть, который вот парфюмер, помнишь? Да, но у нас вот когда мы проводили конкурс про стартап, у нас там несколько звездочек. Это вот Смирнова дети, которые именно их проект
даже принял во внимание компания «Алроса», продукт по переработке алмазов, и мальчик, который занимается производством духов. Он вышел на он, получается, на краудфандинговую платформу вышел и, соответственно, там, как говорится, собирает денежки на свою первую партию. Да? То есть зарабатывает. Да. Благодаря это ребятам с Фонда развития инноваций, они там помогли в этом очень сильно. А можно ли сейчас еще подать заявку или уже все? Ну, первый проект мы как бы уже приняли. Этот проект мы продолжим. Это у нас первый опыт именно по компьютерной анимации. А в следующем году мы продолжим уже в более глубоком формате. Да. Ну что, спасибо большое. Да, я думаю, мы все-таки работаем в правильном направлении, да, и вот вы уже рассказываете о таких блестящих результатах, но и спасибо, что все-таки нашу молодежь развиваете вот в разных направлениях. Спасибо. Спасибо. А если взять в целом, можно ли как-то, допустим, вне этого проекта пройти обучение? Ну, этот формат, да. Этот формат мы сильно не рассматривали. Ну, допустим, про стартап мы проводим для резидентов технопарка на постоянной основе, ну, для новых резидентов, да, и проводим какой-то определенный ликбез по основным, как говорится, материалам. Да. А по анимации пока еще нет, но планируем. У нас есть амбициозные планы, которых пока озвучивать не будем, но у нас только начало. А про стартап у нас уже выходят администрации районов, чтобы точечно работать с молодежью вот районов. Ну, я думаю, все у вас получится, хорошая команда есть, опыт уже за плечами, ну, а самое главное, есть желающие, правильно? Да. Кто хочет обучаться. Спасибо вам большое, хорошего вам рабочего дня. Спасибо. Ну и вновь мы передаем слово нашим коллегам. Далее блок новостей. Золотые резервы России по итогам сентября текущего года выросли до рекордных 2,36 тысяч тонн. Москва по данному показателю остается на 5-м месте в мире, следует из данных мировых центробанков. Россия в сентябре нарастила запасы золота на 2% или 44 тонны до 2,36 тысяч тонн, что стало максимальным уровнем за всю ее современную историю. При этом из-за резкого снижения цен на золото в конце сентября вложения в этот драгметалл обвалились на 3% до 140,5 миллиардов долларов. Минтранс утвердил правила и требования для борьбы с птицами вблизи гражданских аэродромов. Их не должно быть на аэродроме на высоте до 60 метров при посадке и на высоте до 150 при наборе высоты. Работники аэропорта должны проводить мероприятия по отпугиванию птиц и устранять условия возникновения их скопления. Согласно приказу, на аэродромах создадут сезонные группы, которые будут отслеживать поведение птиц в границах летного поля и смотреть за воздушным пространством. При обнаружении скоплений или перелета птиц запрещается взлет воздушного судна и заход на посадку. В Якутском технологическом техникуме сервиса проводится отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» на региональный чемпионат 2024 года среди юниоров. Отборочный этап проводится в 2 компетенциях – поварское дело и кухня народов Севера и Арктики. Всего приняли участие 16 юниоров в возрасте от 12 до 16 лет. Оценивали блюда шеф-повара, которые окончили колледж сервиса, а также победители и призеры региональных и международных конкурсов. На компетенции поварское дело участники приготовили 2 блюда. Это салат оливье и горячее блюдо из птицы с гарниром и соусом. Во второй компетенции они приготовили национальное блюдо из взбитых сливок. Сейчас я готовлю оливье с курицей. И потом я буду готовить горячее блюдо, птицу. Кулинарией я увлекаюсь с 4 класса. Я сама очень люблю готовить. Я в прошлом году здесь тоже участвовала. Я заняла 2 место. В Музее музыки и фольклора народов Якутии состоялась премьера документального фильма «Кочующий музей», созданного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Межрегиональный проект «Кочующий музей» действует больше 10 лет. События, связанные с подготовкой и организацией
Тролли музеев Санкт-Петербург стали основой документального фильма. Фильм стал главной частью программы турне от крайней точки на северо-западе России, на площадках Санкт-Петербурга, в Выборгском районе Ленинградской области и до населенных пунктов Дальнего Востока. Также была представлена передвижная выставка, посвященная культуре и традициям северных народов, арт-встреча с артистами республики и носителями фольклора. Наша идея была сделать легкий зрительский фильм, который рассказывает о фантастических музейных работников, которые не только ботаники, да, то есть не только плохое слово, не ботаники, да, такое, которые яркие, фееричные люди, которые, живут, наверное, какими-то другими ценностями. Есть понятие духовность, красота, есть забота о традициях, соблюдении своей культуры, да, то есть и как у них совершаются проекты, об этом фильм. Новогодние выходные в России в этом году продлятся 10 дней с 30 декабря по 8 января за счет того, что 2 последних дня года выпадают на субботу и воскресенье. По словам эксперта по трудовому праву Татьяны Нечаевой, согласно постановлению правительства России о переносе выходных дней в 2024 году, выходной день с субботы 6 января переносится на 10 мая, а с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря 2024 года. К этому часу это все новости. Хорошего дня! Ну а мы рады подвести итоги нашего утреннего розыгрыша. Напоминаем вам, дорогие друзья, что сегодня мы разыгрываем пригласительные билеты на знаменитую оперетту Кальмана «Сильва», которая состоится 8 ноября на сцене Театра оперы и балета в рамках фестиваля оперного искусства «Ария с севера». Итак, вопрос был достаточно простой. Назовите имена и фамилии артистов, кто исполняет главные партии в этой оперете. Ну, все достаточно просто, это доступная информация. Нужно было лишь немножечко поднапрячься, так сказать, взять свой гаджет, зайти к нам на телеграм-канал и дать правильный ответ. И я хочу поблагодарить наших телезрителей, во-первых, за активность. Ну а первый правильный ответ дала наша подписчица Анна. Анна, с вами свяжется наша редакция, и уже совсем скоро вы получите свои пригласительные билеты. Спасибо вам большое. Ну а мы движемся далее. Кажется, что для дома рептилии – это идеальные питомцы. Они не занимают много места, не требуют к себе постоянного внимания, не испортят ваши любимые тапочки. Но и с этими животными нужно быть осторожным и внимательным, чтобы максимально продлить время жизни и создать действительно комфортные условия. Сегодня мы познакомим вас с одним из видов ящериц. К чему стоит быть готовым начинающим заводчикам. Всем доброе утро, дорогие телезрители! Меня зовут Данил, и я работаю за галереей Zooland. И сегодня я вам расскажу о прелестях домашнего ухода бородатая гамма. Бородатая гамма получила свое название из-за характерного шейного мешка, который находится вот здесь. В момент опасности или при размножении он раздувается в 2-3 раза. Подобную рептилию возможно содержать дома, но с некоторыми условиями. Для этого им потребуется террариум со светом и с теплым свечением. Держать можно как одну, так и парами. Вполне возможно, что у вас агамы могут размножиться и выложить яйца. В кладке обычно около 20 яиц. Агамы вырастают в длину около 50 сантиметров. И живут они примерно 15 лет. В диких условиях агамы питаются насекомыми, сверчками и тараканами. И в домашних условиях их нужно кормить точно так же. Но можно разбавлять эту еду рукколой, зеленью, петрушкой. Они любят любую зелень. В летний период можно дать одуванчики. Ящерице обязательно нужны водные процедуры, так что в террариуме обязательно должен быть маленький бассейн. Можно просто налить в тарелочку очень теплой воды 30 градусов. Также температура обитания ящериц 30-35 градусов. В домашнем уходе они неприхотливы. Их важно только кормить раз в 3-4 дня. Особой прелестью приобретения данного животного станут тактильные ощущения. Ведь не каждый может взять и прикоснуться к экзотической природе. На этом у меня все. Доброго утра и хорошего дня!
В выходные в городе пройдет большое количество развлекательных мероприятий. Есть повод посетить и Национальный художественный музей, где 4 ноября пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств». Но о ней мы поговорим чуть позже. Ну а пока вас ждет невероятная, чудесная история в рубрике «Музейный гид». Семен Лаврентьевич Александров принадлежит поколению художников послевоенного времени. Во время Великой Отечественной войны он был участником известного сражения на Ильмень-озере под городом Новгородом. Яркий, талантливый, он оставил после себя настоящую галерею портретов людей-тружеников второй половины XX века. Он создает собирательные, психологически глубокие образы, раскрывает индивидуальные черты характера портретируемых, дает некую оценку их профессиональной деятельности. В те далекие годы первые страницы всех газет пестреют заголовками о передовиках производства. В газете «Эдер Коммунист» за февраль 1959 года появляется статья о Марфе Никитиной из Чурапчинского района. А теперь слушайтесь внимательно в цифры. За год с одной коровы Марфа Никитина надоила 1039 литров молока, а коров у нее не одна, а целых 15. Уже в следующем году газета «Социалистическая Якутия» пишет, что эта цифра увеличилась до 1865 литров, а еще через 5 лет до 3000 литров молока, что составляет более 8 литров с одной коровы в сутки. И это при том, что весь труд делался вручную, не было специализированной техники. Нам, современному поколению, такое даже представить сложно. В Национальном художественном музее в зале «Живопись Якутии» созданный с натуры портрет Марфы Никитиной поражает своей реалистичностью и правдой. Именно о таких женщинах России уважительно и с любовью писал поэт Николай Некрасов: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». В ее строгом лице отражаются смелость, решительность и целеустремленность, а в горделивой осанке невероятная сила и внутренний стержень. Используя условный фон, Семен Александров особенно акцентирует внимание зрителя на любовно-выразительно написанные лицо и руки. В этом году произошло еще одно настоящее чудо. Наш Национальный художественный музей посетила сама Марфа Васильевна. Ей исполнилось 93 года. У нее 5 детей, 14 внуков и 9 правнуков. Она подошла к своему портрету, долго и внимательно его рассматривала, затем встала рядом, скрестив руки на груди. И в этот момент стало предельно ясно, что Семен Александров до самой глубины уловил всю силу и красоту этой простой якутской женщины. Пользуясь случаем, коллектив нашего музея благодарит Марфу Васильевну за предоставленную информацию, за ее самоотверженный, поистине героический труд. Желает ей, конечно же, крепкого здоровья, долголетия и огромного счастья. Мы продолжаем тему искусства. 4 ноября во всех регионах России пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет». Музеи, театры, выставочные залы, концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия. Что подготовил Национальный художественный музей Якутии для посетителей, нам расскажет Шестакова Мария Егоровна, методист по научной просветительской деятельности НХМ Якутия. Доброе утро. Здравствуйте. В принципе, про эту акцию мы говорили не раз уже, да, ну, конечно, мы говорили про федеральный масштаб, а вот что же будет происходить конкретно в Национальном художественном музее? Да, это долгожданное яркое событие. Тема этого года «Россия объединяет». Национальный художественный музей очень готовился и подготовил разнообразную культурную, гражданско-патриотическую программу, в которой гармонично сочетаются и дополняют друг друга различные виды искусства. А посетители ждут тематические экскурсии,
разнообразные мастер-классы, воркшопы, показ дефиле якутских украшений и даже концертная программа. Полюбившиеся музейные акции также будут. То есть очень такая насыщенная программа. Несмотря на то, что акция называется «Ночь, да, искусств», программа будет проходить как в дневное, так и в вечернее время, верно? Именно «Ночь искусств», она будет проходить с 6 часов вечера до 10 часов, но в дневное время, 4 ноября, у нас будет День открытых дверей, где по 3 филиалам, это в основном здании, в картинной галерее академика Афанасия Осипова и галереи зарубежного искусства будут именно свободный вход для всех категорий граждан на постоянные экспозиции. Вот вы уже сказали, для всех категорий граждан. То есть эта программа будет интересна все-таки для семейного досуга, да, либо для, может быть, детского поколения, или все-таки взрослой? Программа, она охватывает все возрастные категории. Можно прийти вообще всей семьей, с друзьями, начиная от самых маленьких и до солидного возраста, получается. У нас работает каждая площадка музея. Так, если перейти к Ночи искусств, допустим, и раскрыть программу, то будет активна каждая площадка музея. Конечно, во-первых, это экскурсии тематические. Арт-медиаторы расскажут об искусстве русском, отечественном, о широкой панораме искусства Якутии, о временных выставках. 3 графика. Это выставка петербургских художников, 3 Леонида Башкова, Юлии Долецкой и Андрея Бодрова. Также, конечно же, будет путешествие по выставке «Часы и эпоха» и собрание Государственного Эрмитажа. Дальше у нас идут мастер-классы, воркшопы, тоже очень разнообразные, по живописи акрилом, гуашью, в разных техниках, в разных направлениях. Будет работать и зона детского творчества, музейные акции. У нас в этом году они другие, со своими фишками, изюминками. Ну и завершающим аккордом, конечно, будет музыкальный концерт. И еще не сказала про блок «Диалоги в музее». Блок «Диалоги в музее», он включает в себя творческие встречи с деятелями искусства и ремесел. Например, будет творческая встреча с художником Ириной Микумяновой на фоне ее юбилейной выставки «Полеты 3» и открытая беседа с представителем сети часовых мастерских на фоне выставки «Часы и эпоха» и собрания Государственного Эрмитажа. То есть можно пообщаться будет, да, можно будет и мастер-класс посетить, и просто вот восхититься, да, лицезреть. Основная эта идея, да, музея. Да, ну а здесь прям можно соприкоснуться с искусством практически, да, и пообщаться со спикерами интересными, и даже вот как-то попробовать себя в творчестве, да? Конечно, вся эта программа, она таки представляет синергию творчества, глубокое взаимодействие различных видов искусства, где каждый найдет что-то интересное для себя. И изюминкой, и фишкой, может быть, уникальностью этого года является этот год вообще для музея юбилейный. В этом году Национальному художественному музею исполняется 95 лет, и в связи с этим это событие еще больше становится долгожданным, еще больше становится значимым для музея. Впервые генеральный директор Национального художественного музея Влада Владиславовна Тимофеева проведет кураторскую экскурсию в рамках акции «Ночь искусств» по выставке «Якутская графика. Новый взгляд». Эта выставка, она сама по себе визитная карточка искусства Якутии, представляет графику во всем ее разнообразии техник, жанров, поэтому это будет очень интересно. Это будет фишкой, как вы сказали. Да, это будет фишкой, и еще повторюсь о юбилее, будет работать выставка сотрудников музея, от тех, кто связал свою профессиональную деятельность с музеем. Выставка будет называться «В искусстве жизнь». Они представят свои личные работы, свои личные изделия, своими руками сделанные. Очень интересно, да, потому что многие из ваших коллег уже побывали на нашем эфире, мы очень так тесно сотрудничаем, и хотелось бы узнать, вот кто же что мог создать, да, своими руками. Не всегда же ты по образу человека можешь судить, да, о том, насколько он талантлив внутри, да, и вот ваши сотрудники будут представлять свою выставку. Да, у нас очень креативные, творческие сотрудники, и на выставке можно абсолютно увидеть различные виды, начиная от фотографий, заканчивая декоративно-прикладным искусством. Будет очень интересно.
Очень интересно. Спасибо большое. Ну вот, очень интересно, да, вот как вы пришли в такую творческую профессию? Вот, и будет ли представлена ваша личная работа какая-то на выставке? Моя, к сожалению, нет, но будет представлена работа, очень много работ наших коллег. От тех, кто создает выставки, кто изучает и исследует искусство, кто обслуживает здания, ну, в общем, от всех профессионалов, можно сказать, своего дела, но которые, вот эта выставка, можно сказать, представляет их хобби. Увлечение. Да. А если вот все-таки подытожим, да, проанонсируем нашим телезрителям, во сколько, когда и куда мы можем подойти? Начинаем прям с самого начала и в течение дня. С самого начала, хорошо. Начнем тогда, пожалуй, с дневной программы. Да? Дневная программа у нас она с 10 до 6 часов, как я уже говорила, это в 3 наших филиалах. Основное здание Кирова 9, галерея зарубежного искусства Петровского 4 и картинная галерея академика Афанасия Осипова, Хабарова 27. Это дневная программа с 10 до 6, повторяюсь. Также вечерняя программа с 7 часов вечера до 22 часов. Она проходит в основном здании по адресу Кирова 9. И всю подробную информацию, всю подробную программу можно посмотреть на нашем официальном сайте Национального художественного музея. Также у нас вся актуальная информация размещена в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм. Спасибо большое, Мария. Мы призываем всех наших телезрителей вот обязательно посетить в эти выходные Национальный художественный музей нашей республики, потому что действительно программа рассчитана на все возраста, на все категории граждан, и я думаю, вы найдете что-то интересное для себя. Наш эфир подходит к концу, и хотелось бы напомнить вам о том, какая же у нас погода за окном. Температура воздуха на 6 часов утра в нашем городе была на отметке минус 27 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем небольшой снег. Ветер переменный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 18 градусов. Одевайтесь потеплее, берегите себя. Действительно, все уже практически, можно сказать, зима наступила. Напоминаем вам о том, что понедельник у нас будет выходным днем, поэтому наш эфир выйдет уже во вторник в 7:00 на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Вот такой была эта рабочая неделя. Спасибо большое всем нашим телезрителям за обратную связь, за вашу активность. Ну и мы не говорим вам до свидания, мы говорим вам до новых встреч. Увидимся уже на следующей неделе. Ты говоришь мне о любви, но разговор напрасно начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Когда-нибудь, но не теперь, придет любовь, чтоб стать судьбою, пройдет как ливень, как метель, все заслонит вокруг собою. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь.
быть, я вдруг сама взгляну в глаза твои иначе, и станут вещими слова, что ничего сейчас не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь.